Добрый день! Сегодня займемся сборкой двигателя, электродвигателя для нашего станка Рейсмуса. Калибр или корвет, я уже забыл, вроде калибр. Вот приобрели новые щетки, 2 штучки. В действительности оказалось, что старые щетки сношены буквально на 4 мм 3 по сравнению с новыми. И если вдруг это оказались родные щетки, то двигатель работал немного. Но судя по станку, скорее всего, щетки эти уже менялись. Вот для сравнения щетка от 2 киловаттного двигателя. Этот двигатель заявлен как киловатт 600 ватт. Но что удивительно, никаких табличек, цифр, номиналов на нем ничего нету. Такой вот, как из черной дыры он появился. Что и как, непонятно. Потом попробуем померить ток, потребляемый его, и выяснить, просчитать по формуле его мощность. Якорь наш. Коллектор мы прочистим. Вот такая абразивная тряпочка для очистки медных трубок при пайке, которая применяется. Да, неплохо почистит. И возьмем еще, заложим вот такую смазку. Там, где в местах установки подшипников, СКСовскую. Смазка очень хорошая. На всякий случай, хоть подшипники они и закрытые, но тем не менее тонким слоем смазочку наложим. Почистили коллектор. Вот он стал так выглядеть, как кусочек меди. Нанесли смазку тонким слоем. Хуже не будет. Сюда чуть-чуть положили смазку. Будем собирать сейчас двигатель. Все продули компрессор. Было достаточно много пыли. И неудивительно, станок деревообрабатывающий, мелкая пыль проникает во все возможные полости. С первого раза поставить не получилось якорь. Пришлось достать с посадочного места вот это резиновое колечко, в которое ставится подшипник. Он либо при установке как-то вот закусано здесь, либо при нагреве. Сильно когда нагрелся подшипник, нагрелась эта резинка, деформировалась, она была согнута чуть-чуть, мешала вставить подшипник. Теперь мы его поставим на подшипник вот так и вставим затем вниз туда, в посадочное место. Установили резиновую прокладочку, смазали чуть-чуть смазкой и будем целять туда. Все должно получиться. Очень плотно входит. Якорь установили. Через гнезда для щеток видим, как вращается там коллектор. То есть все на своем месте. Будем ставить новые щетки и собирать дальше. Собрали двигатель, закрутив на место переднюю крышку, зажав плотно 4 винта. Двигатель готов к пуску. Подключили тестер на обмотке и смотрим. Сейчас у нас щетки не притертые. Вот среднее значение показывает 4,5. Вращаем потихоньку якорь. Они вот меняются. В общем, установить они. Пытаемся запустить двигатель. Не будем его держать. Посмотрим, как он подпрыгнет в момент инерции, который разовьет двигатель. Кратковременно включим. Смотрим. Неплохо. Неплохо. Работает. Попробуем его закрепить. Хотя бы ногой. Рваный ботинок. Вот так.
Ну что ж, работает хорошо. Было бы интересно посмотреть, какой у него ток. Попробуем организовать, если получится. Главное не спалить тестер. Да, не посмотрел напряжение, какое рабочее там. Снова закреплю его. Прижму. Включаю. Номинальное 225 вольт. Осталось только ток. Померить, чтобы узнать, какая все-таки у него мощность. Пробуем, собираем схему.